Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Efirimizde gün günden programası. Bugün bizim programda laf gidecek bir meraklı oluş için Angısı ikinci kere geçer Komrat kasabasında. Bu futbol turniri bu yıl geçti. Media Futbol Ligası Angısında payaldı 12 futbol komandası Dilsadi Gagauziya'dan ama dolay köylerden de. Bugün bizim stüdyoda misafirlikte bulunur municipal Komrad'ın Municipal Okulun başı bu Gennadiy Tulba Sport Okulun hem Sergey Milkan Angısı aktif pay aldı geçirmediğini bu oluşu. Zaman hayır olsun. Hani kabul ettiniz teklifimizi. Спасибо большое за приглашение. Наверное, будем говорить на русском языке, чтобы доступно Геннадий было Борисович, скажите, пожалуйста, первый вопрос к вам. Как появилась идея проводить футбольную медийную лигу? И почему именно по футболу? Кому такая идея пришла? С 26 по 30 июня на городском стадионе муниципии Комрат провелся турнир «Медийная футбольная лига» на Кубок Комрата 2024. Турнир прошел на очень высоком уровне, как вы видели. Стадион собрал большое количество болельщиков, участников. Что касается идеи, у нас есть хороший опыт проведения таких мероприятий. Раньше мы проводили однодневные такие турниры, двухдневные. И мы замечали то, что очень мало болельщиков приходили поболеть, участвовать на этих соревнованиях. Но буквально год назад мы познакомились с Сергеем Алексеевичем Милкан. Он больше работал по рекламным продвижению рекламных обзоров. И когда я задался ему таким вопросом, он мне ответил так, что нету мало освещения медийности на таких вот родах мероприятий, именно спортивных. И вот нам пришла идея в голову, что нужно подключать больше медийную часть на каждое спортивное соревнование. И, как вы видите, за последние 2 года у нас каждый турнир яркий. Мы проводили и другие турниры, и вольную борьбу, и турнир по волейболу, пляжную лигу мы проводили. Что касается, как вы сказали, инициатив, да, сегодня я ценю больше людей, которые что-то делают. Не просто сказали, давай проведем футбол, а как его проведем? Там огромная работа. Труд. И честно сказать, что в этом проекте было задействовано больше 30 человек, которые каждый выходной в течение всех этих туров, которые проводились в течение 1,5 месяца, работали каждый день с идеями, с новыми инициативами в этом турнире. Что касается нас двоих, мы больше взяли на себя ту ответственность. Я отвечал за техническую часть, Сергей Алексеевич отвечал за медийную часть, и у нас есть еще главный судья турнира Иван Дмитриевич Арнаут, который вел непосредственно весь турнир, именно все игры, которые проводились в каждом туре. Геннадий Борисович, скажите, вот вы сказали, что идеи. Вот в плане реализации, когда шла реализация самого турнира, что-то менялось, какие-то новые идеи воплощали в ходе работы? Вы знаете, или все, что было заранее запланировано, по стандарту все шло как по маслу? В основном мы все планировали. Экспромтом. Даже если у нас что-то уходило от планов, нам уже приходилось импровизировать, потому что мы чувствовали ту ответственность, стадион полными людьми. Кстати, такого я давно не видел. Не то, что парковочные места на стадионе, но люди парковались и за стадионом, возле озера. Народу было много, ответственность была высокая. Каждый из нас в команде отработал в основном как часы, начиная от подготовки до финального салюта, который мы включили для победителей и участников всего турнира. Сергей,
Скажите, пожалуйста, с удовольствием ли приняли приглашение Геннадия Борисовича поучаствовать в таком вот масштабном проекте? И насколько сложно было, вот, как говорят, звенья одной цепочки, да, выстроить эту цепочку так, чтобы мы увидели зрелищные мероприятия? Не только саму игру, но и саму атмосферу. Да, ну, реально это предложение было даже безоговорочно принято сразу. Это интересный проект. И мы готовились уже в прошлом году, когда мы провели этот турнир. И мы весь год анализировали, какие минусы, какие плюсы, что поменять. Потом в этом году полностью формат мы поменяли. Наша задача была привлечь внимание болельщиков. Да, напомним Зрителей. нашим телезрителям, что в прошлом году у нас была Камрадская футбольная лига, в этом году у нас медийная. Да, участвовало 10 команд в прошлом году, в этом году 12 команд уже участвовало, и география уже была. Команда из Львова, из Чадерлунги, то есть чуть-чуть вышли, Ареал расширился, да, расширили географию. Трудности всегда, как в любом проекте, это всегда есть трудности, но мы преодолевали их совместно с командой, как Геннадий Борисович говорит. Действительно, команда огромная, почти более 30 человек были задействованы, каждый отвечал за свою часть определенную, и все сработали отлично. Скажи, пожалуйста, вы как человек, который занимается монтажом, занимается распространением видео, насколько важно освещать такие мероприятия? Вот, потому что одно дело провести втихаря, как говорят, один в поле не воин, правильно? А другое дело это показать, что вот это есть, и нужно прийти поддержать, потому что количество болельщиков, я говорю, зашкаливало, наверное, любые другие мероприятия, которые у нас в регионе проводятся. Да, реально оценку этому мероприятию дал болельщик, посетив стадион. То, что мы увидели, забита эта парковка там. Просто все, кто проезжал мимо, ну что там происходит на стадионе. Просто видела целыми семьями, приходили, Да, с колясками, с колясками, мамочки и грудные дети были, и всем, мои тоже дети приходили, и все, вот так очень интересно им было смотреть. В этом и была задача наша, не просто провести какой-то футбольчик, сделать такой формат интересный, чтобы он захватывал дух, как у игроков. Игроки делятся мнением, что выходим на поле, мурашки по коже, и такой заряд получаем на игру, где никаких других чемпионатах мы участвуем, не получаем такого адреналина, вот и заряда такого. И болельщики тоже. Очень много отзывов слышим, что сейчас вопрос, а что сейчас делать по воскресеньям после завершения этого турнира. Поэтому много трудностей, сложностей было. Мы с Геннадием Борисовичем и до 2, и до 3, и до 4 утра, ну и Иван Дмитриевич тоже с нами, и до 5 утра мы там, и все думаем, анализируем, принимаем решения. И по ходу мы от тура к туру мы анализируем, как прошло, что добавить, что поменять. Это все очень была работа проделана огромная, и результат как бы видели. Я хочу добавить, что с Сергеем Алексеевичем тоже была проведена огромная работа, которая всегда остается за кадром. Наверное, сегодня все любители футбола видят первый раз, кто же на самом деле этот двигатель этого проекта, этот механизм, потому что этого проекта и продукта, потому что кроме всей работы шли и подготовительные в течение недели. Мы проводили отдельные совещания с каждыми представителями команд, где что мы можем анализировали, что убрать, что добавить. Кроме этого, мы еще и открыли хорошую площадку для всех начинающих артистов, которые могли себя проявить и показать во время матчей, которые и во время турнира, то, что на стадионе. Геннадий Борисович, скажите, вы человек, который всю жизнь в спорте, всю жизнь в борьбе, вольная борьба.
Вот как совместили борьбу и футбол. Совсем два разных вида спорта. И нужно было сделать так, чтобы это был не просто футбол, обычный матч, но это был такой футбол, чтобы держал интерес зрителей, интерес вообще людей на протяжении всей игры. Потому что я знаю, что, допустим, на открытии на стадионе, может, и было много людей, но на закрытии их было в 3-4 раза больше. Вы знаете, один из ветеранов футбола подошел и сказал нам, что два человека, которые вообще не имеют отношения к футболу, провели такое яркое мероприятие. Вот я о чем и спрашиваю. Что касается футбола, борьбы, я спорт не выбираю. Вы знаете, для меня в каждом виде спорта есть борьба. И каждый вид спорта красочен по-своему. Наша задача была в основном привлечь болельщиков, любителей не только футбола. Мы проводим разного уровня соревнований, чтобы собиралось большое количество, вернуть ту былую славу каждому виду спорта, который у нас есть в Гагаузии. Как вы видите, что идет планомерно хорошее развитие футбола и других видов спорта. Опять же, вопрос касается и финансовых затрат. Честно говоря, открою чуть рамки. Мы готовим каждый проект в течение месяца-полтора. В течение месяца само мероприятие, а потом уже мы разгребаем весь отчет. И в этом деле нас в первую очередь поддержала это Примария муниципальный комрат в лице Сергея Ильича Анастасова, муниципальный совет, ну и ряд спонсоров, которые подключились. Я их могу назвать и фамилии, но, наверное, вам не разрешают я этого. знаю, что у нас в городе есть много неравнодушных людей, которые Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех спонсоров, всех любителей футбола, которые приняли участие на этом турнире. Кто-то меньше, кто-то больше, но провелась действительно огромная работа при поддержке именно таких меценатов, людей, которые любят спорт и уважают у нас в городе виды спорта, которые... Ну, а наша работа уже... У нас есть тот опыт, и мы его уже планомерно исполняем, чтобы наши жители как-то отошли от своих житейских проблем, от каких-то политических вопросов, чтобы людям было интересно выходить на стадион. Спорт не имеет границ, и он объединяет людей. Так и было в прошлые выходные, когда на нашем стадионе были финальные матчи за третье, за первое место. Да. Нужно сказать нашим телезрителям, что в финальные матчи было 4 команды. Это футбольная академия Читерлунги, Лёва Конструкторл. И за первые и вторые места у нас боролись команда Кангас и команда КФЛ. Если первые 2 команды новички были в этом году в нашем турнире, а вторые 2 команды, они уже даже призеры прошлых. Кангас был победителем, и в финале вот когда они чуть-чуть сдали позиции. Но несмотря на это, матч прошел очень хорошо. Прошу посмотреть сюжет, который готовила я. Медиа футбol liganın final maçları topladılar stadionda pek çok futbol sevenlerini. 12 komandalardan angları pay aldılar. Bu yarışmalarda 4'ü güreştiler 3 priz yer için. 3. yer için turnirde meydanda buluştular Lova Konstruktorul hem Futbol Akademiyası Çadır'dan komandaları. Я скажу так, что мы играли довольно-таки хорошо, показали довольно-таки хорошую игру. Biz oynadık, iyi oyunu gösterdik, iyi oyunu nice korunmakta, öyle de başka orada. Zordu. Biraz çünkü dil çoktan geldik Bulgarya'dan. Geçen turda tarattık Kongaz'a. Biraz dinlendik, biraz sınaşmadık böyle koşullara oynama meydanda açan 30 gradus sıcak. Savaştık güreşmeye ama genç komandayız. Ну, сами видите результат. Боролись, пытались. Молодая команда. У нас молодая команда. Чуть-чуть, возможно, где-то Genç komanda biraz bize uymadı. İlkten sayı 2-1 bizim tarafımızdaydı. Biz gençiz. Da duyduk bu baskıyı konkurentin tarafından. Da yaptık yanlışlıydı. Bizim oyuncu dil doğru vurdu. Topu kösteklendi. Da oldu ikinci gol. Сыграл мяч, спотыкнулся, и далее уже был второй гол.
Lova Konstruktorul komandası hep öyle ilk sefer payalar Futbol Medya Ligası'nda da iyi orada gösterdi kendisini kazanıp 3. yeri. Komandanın futbolistleri uyguladılar hani final maçı kaviydi. В первом тайме мы вели 1-0, но там ребятам... İlk time'da götürerdik sayıyla 1-0. Çocuklar daha genç bizden. İkinci time'da geçerdiler bizi de taradılar 2-1. Sonra biz 2 gol vurduk da taradık onları sayıyla 3-2. Maç ilk hem ikinci yer için topladı binle seyredici angıları tutturarlar kendi futbolcularına. Futbol Medya Liga'nın finali oldu pek kızgın. Meydanda buluştular iki kavi komanda angıları geçen yıl girdiler tarayıcıların sıralarına. Nişanlıcı Sani Kongas Futbol Klubu geçen yıl hem bu yıl taratmadı bir de maç. O kadar ki bu yıl finalda tarattı. KFL komandasına Komrat'tan. Maç başarıldı sayıyla 2-0. Чемпион Футбол Лигасында oldu КФЛ командасы. У нас не было ни одного поражения в течение всего периода турнира, но сегодня чуть нам не повезло. Bugün bize biraz uymadı, vurmadık ilk topu kendimiz kaçırdık. Автогolu da konkurent kullandı. Bu momenti de gitti ileri. Biz bir kere de taratmadık bu turnirlarda. Обычно много раз делали выиграть и хотя бы имеется в виду отыграться, но нам сегодня чуть не повезло. Были мотивированы, конечно, еще с прошлого года. В прошлом году нам немножко не повезло. Motivasyamız vardı da geçen yıldan bize biraz uymadı. Vardı yaralanmış çocuklar. Bu yıl biz kavilendik, işledik taktik yılında çıktık da gösterdik iyi oyunu çıkışları. Hepsi komandalar angıları payladılar. Bu yarışmalarda kabul ettiler diplomları hem bağışları sponsorlardan. Futbol Akademiyası çadırdan angısı kazandı. 4. yeri kaybetti sertifikatı sayıda 5000'li. 3. yeri için Futbol Klubu Lova Konstruktorul kabul etti diplom ödül hem sertifikat 10.000'liye. Gümüş ödülleri kazandı Kongas komandası angısına hep öyle verildi diplom hem o kabul etti 15.000'li. Yarışmaların şampiyonları bu yıl oldular. KFL komandası Komrat'tan angısı kabul etti ödülleri 20.000'li hem Kuba. Hep öyle turnirin çıkışında bağışlandılar en iyi bombardier, koruyucu hem bratar. Gördüğünüz süreci sanırım meraklıydı. Ne diyeceğiniz? Давайте мы поговорим и о наших командах, которые участвовали на данном Да, турнире. их было 12. В прошлом году у нас участвовало 10 команд. География была в основном внутри Гагаузии, но сегодня уже на этом турнире участвовали ровно 12 команд. В основном команды были с Комрата, 5 команд, но в финал вышла только одна единственная команда. Это Комратский футбольный легион, футбольный клуб КФЛ. А также присоединились те команды уже соседних районов. При проведении турнира многие думали, так, вот футбол какой-то проводит, но... Типа на любительском уровне, да? Типа на любительском уровне, но когда медийная часть у нас начала освещать, работать, показывать всю работу, к нам начали поступать звонки из севера Молдовы, из Кагула, из соседних районов, чтобы, а как заявиться? Уже все. Думаю, что на следующий год у нас уже формат увеличится, география этого турнира. Уже мы планируем формат провести из 16 команд. На нас обратили внимание большое с Федерации футбола. Присутствовал сам вице-президент на открытии этого турнира. И на закрытие турнира приехал специально технический директор, чтобы увидеть, как проводится все-таки этот турнир. И, как я понимаю, мы оставили хорошее впечатление по поводу турнира. А также хочу выделить, что наши команды, видите, у нас в регламенте было очень много требований и к командам. Команды соответствующие выглядели на самом высоком уровне по экипировке и по подготовке, выходу на каждый матч. В дальнейшем будем продолжать и увеличивать географию этого турнира. Хочу выделить финалистов этого турнира.
За третье место играли Академия футбола города муниципи Чедерлунга и команда футбольного клуба «Конструктору Лева». В этом матче медали забрали команда «Конструкторов». Заняли третье место на турнире «Медийная футбольная лига» на Кубок Камрата. Также в финальной части нам очень интересный такой матч был. Да. Это прошлогодние чемпионы футбольный клуб «Кангаз». Как сказали, что они не имели ни одного поражения. Ребята настрой имели хороший. Команда очень сильная. Ну, прошлогодние чемпионы говорят только о себе. Они уверенно шли к победе, но тут уже подключился новый состав. Команда КФЛ муниципий Камрат. Ребята усилили хорошо свою оборону, усилили голкипера хорошо, потом нашли хороших ярких нападающих, которые с других клубов играли именно за этот клуб, и они одержали победу со счетом 2-0 и стали чемпионами медийной футбольной лиги. Скажите, пожалуйста, по правилам соревнований, сколько профессиональных игроков должно было быть в команде? И соблюдали ли все команды это? Да, это все соблюдалось. По регламенту мы допускали 3 человека, профессиональных игроков. Это те, которые заявлены в Лиге 1. В Лиге 1 и Суперлиге. Да, Лигу 2, то есть бывшая Б. Мы не считаем за профиков, не считали, допускали. Но несмотря на это, мы увидели... Главный судья все это очень четко мониторил, чтобы соблюдалось это, чтобы соблюдалось это вот, так скажем, требования регламента. И Я к тому, что... задача была наша. Мы могли бы допускать и больше профиков, но зачем нам создавать еще один чемпионат, который на национальном уровне Федерация Молдовы создает. Задача наша была объединить профессиональных игроков, вот по 3 человека, и любителей. Либо любители, либо те, кто стремится стать профессионалом. Раскрыть какие-то таланты, дать площадку им для того, чтобы они вот поиграли, показали себя. В прошлом году наш турнир, вот это был тоже такой своего рода просмотры были. Потому что наши внутренние клубы, местные клубы «Олимп», «Универ Огуспорт», они присматривали игроков себе и потом предлагали им... Ну, это очень хорошее. Я считаю, что и одной из важных целей – это популяризация этого вида спорта среди молодежи. Считаете ли вы так? И насколько важно сегодня молодежь привлекать в спорт, особенно в век интернет-технологий? Правильно. Вот популяризация. Потому Сегодня... что, общаясь с болельщиками, с другими гостями, они все время говорили, что самая важная цель – это привлечь людей на стадион, привлечь молодежь и заинтересовать не обязательно занятием футбола, но и вообще вести активный образ жизни. Помимо того, чтобы медийную часть вести, все это хорошо. Но сегодня даже УЕФА проводила анализ, исследования проводили, что сегодня классический футбол, молодое поколение, они вот УЕФА видят, они теряют эту аудиторию. Им не интересно. Сегодня спросите молодежь, практически никто не интересуется футболом. Очень редко. Поэтому мы, создавая формат, вот сделали его таким. Совместили профессионалов с любителями. Мы собрали по крупицам оттуда, там, с мини-футбола, еще какие-то фишки добавили, как этот красный мяч, да. Есть эта медиалига, она и в России, и в Казахстане, в странах СНГ она очень развивается. В Европе тоже есть элементы. Для меня было удивлением этот бонусный мяч. Я говорю, чего вот он там красный там стоит? Не просто футбол, а сделать из этого шоу. Ну, зрелищно, да. Зрелищно, чтобы это было. Потому что и мы видим, как молодежь потянулась на стадион. И плюс через медийную часть, через соцсети, все это афишируя. Еще один элементом было важным, это прямой эфир финала. Да, мы вот поставили задачу сделать это. Это было очень непросто с технической точки зрения, потому что за это, как я отвечал за этот элемент, я как бы там предложил это, и я же потом тянул, да. Потому что медийная часть моя, да.
Мы с Молд Футбол договорились, с федерацией договорились о трансляции на канале. Но технически я поставил задачу себе принципиально, чтобы мы трансляцию вели с той пустой трибуны, чтобы в кадр попадала трибуна Да, со все. зрителями. Да. Плюс запасные игроки попадают. Плюс, ну, совсем другая картинка. Но Нужно сказать, что у нас еще и был комментатор национальный. Ну да, и комментатор, финальном да, матче. это команда Молд Это Футбол. уже как бы чуть-чуть Команда подогревала Молд Футбол, да, телезрителей. Просто это- смотреть матчи и понимать, что бегают футболисты, а кто за каким номером. И когда есть комментатор, который говорит, что вот Сергей Дечев по таким-то номерам забил Ну там гол, не уже просто он совсем Дечев, по-другому. Дечев, Или вот так Камаль, разгонял. можно сказать, да, или Я Григорий хочу Статов. подметить, что во время проведения этого турнира многие даже не знали, кто такой Дечев или кто такой Камаль. Гайдаржи или, Григорий или, Статов, или или какие-то Камаль, команды и другие, другие. да. Понимаете, на этом турнире ребята показали себя с медийной стороны, их увидели, уже пофамильно этих ребят узнают. Вот это была и тоже наша основная работа, чтобы выделить, как сказал Сергей Алексеевич, что с нашего турнира уже могут ребята попадать в какие-то клубы. Ну да. Отбор Это такой хороший стоит. такой просмотровый турнир получается для всех клубов, которые есть по Республике Молдова. Не только по Гагаузии. Они могут попасть даже в клубы, которые играют в высших лигах. Да. Ну, еще да. по медийности надо отметить, что и команды молодцы в этом году. Каждая команда зарегистрировала страничку в Инстаграме, в короче, ТикТоке. И все это выкладывает. Мессендж шел со всех, со всех сторон, да. сетей, где можно, Да, Инстаграм, да. Фейсбук, Да, и он Ютуб, усиливался, считайте, наше телевидение освещало, поэтому не знать об этом мероприятии, наверное, как раньше говорили, ни одна бабушка с радио, когда звучало какое-то сообщение, как бы не могли не знать. Ну, да. Да. Хочу сказать... Я хочу подметить, что на этом турнире приятно было видеть, когда женщины приходили поболеть за своих сыновей, за своих друзей. Было очень видеть приятно, когда вот дети появились. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить и всех болельщиков, которые посетили наш турнир. На этом турнире выделялись в основном болельщики это футбольного клуба «Кангаз», футбольный клуб Кирсова, которые который показали... получил Они приз. просто массово приходили. Дело даже не в этом призе, Ну, но я имею в виду, что они были самые активные. заполнили только «Кангаз» и Кирсова, они заполняли в основном все трибуны. Большую часть трибун. Да, большую часть трибун, да. И, конечно, уже на финальные матчи приехали уже и камрадские фан-группы, которые поддерживали камрадскую команду. Приятно было это очень видеть. Хочу сказать огромное спасибо, что вы получили и приняли наше приглашение принять участие в этой программе. И надеюсь, что второй турнир, который был проведен в Камрате, будет и дальше продолжаться. Он будет традиционным. И, как вы сказали, Геннадий Борисович, число команд будет больше. И медийность этого мероприятия будет намного больше не только на территории Гагаузии, но и распространяться на всю Молдову. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить и телекомпанию ГРТ за освещение наших туров, матчей, которые проводились на стадионе. И я надеюсь и также на дальнейшее сотрудничество, потому что вы, кроме этого, освещаете не только футбольный матч какой-то, но и ряд наших других мероприятий, которые мы проводим на стадионе города Камрат или в спортивных залах. Это очень важно, это огромная работа. Вот поэтому у нас упор был больше на медийную часть, чтобы со всех сторон, как вы сказали, по каждому радио, что слышат, что футбол. Даже бабушки уже в селах говорят за этот футбол. Saygılı seyirciler, isterim söylemen bizim programımız yaklaştı sonuna. Bugün bizim programda bulunduğumuz misafirlikte Komrat Municipal Spor Okulu başı Gavril Tulba hem hep öyle bu medya futbol oluşun aktif paylanı, angısı yardım etti onu hazırlama Sergey Milkan. Gelen buluşmalara da.